В День государственных символов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил офицерские погоны 14 лучшим выпускникам учебных заведений Министерства обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и Комитета национальной безопасности. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил выпускникам Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомедова и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи погоны лейтенанта, а молодые люди, успешно окончившие военные колледжи в Астане и Щучинске Акмолинской области, удостоились чести получить погоны младшего сержанта. Более 2300 солдат получили госгранты на обучение в казахстанских вузах. В Министерстве обороны вручили государственные гранты на обучение в ведущих вузах страны срочникам, выслужившим установленные сроки воинской службы. Вручение сертификатов прошло в торжественной обстановке. Поздравив отличников военной учебы, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх Хасан Жазыкбаев вручил сертификаты на обучение 22 отслужившим солдат, призванным весной 2024 года. От Министерства науки и высшего образования выделено 2010 грантов в гражданские вузы, 253 места в военные институты Министерства обороны, 36 мест в Академию Национальной гвардии, в Академию пограничной службы КНБ 12 мест и 3 места в учебное заведение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оборонное ведомство опубликовало список отслуживших военнослужащих срочной службы, обладателей государственных грантов на обучение в вузах страны. Учреждения образования Минобороны Казахстана посетили слушатели военного колледжа Индии. В городах республиканского значения побывала делегация Национального колледжа обороны Индии под руководством генерал-майора Паванпала Синха. В Национальном университете обороны Республики Казахстан для зарубежной делегации, в составе которой были также слушатели из Бутана, Шри-Ланки, Монголии, Таиланда и Японии, состоялся брифинг. Стороны отметили важность укрепления двусторонних связей, подтвердив намерение развивать контакты и обмениваться опытом в сфере военного образования. В Национальном университете обороны иностранным слушателям вручили сертификаты об окончании языкового курса. В церемонии приняли участие военные атташе при посольстве Турции в Казахстане, подполковник Шенер Кименче, при посольстве Франции полковник Робер Аземан. От имени выпускников майоры Остюрк Ресул из Турции и Валет Реви из Франции поблагодарили преподавательский состав Национального университета обороны за вклад в развитие языковых навыков и всемирную поддержку в ходе обучения. В зоне ответственности миссии ООН «Андов» на голландских высотах казахстанский миротворческий контингент провел торжественный митинг, посвященный Дню государственных символов Республики Казахстан. В ходе торжественного мероприятия был поднят государственный флаг, исполнен гимн, а также прозвучали слова благодарности в адрес всех, кто с честью представляет страну за рубежом. Было отмечено значение государственных символов, отражающих независимость, единство и гордость за Родину. В вооруженных силах стартовала неделя боевой готовности. По плану подготовки летний период обучения в войсках начался с комплексных тактико-строевых занятий. Мероприятия направлены на повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению, дальнейшему профессиональному росту всех категорий военнослужащих. В рамках плана боевой подготовки около 1000 военнослужащих военно-морских сил приведены в высшую степень боевой готовности. В мероприятиях задействованы силы и средства военно-морской базы, дивизиона разнородных кораблей, десантно-штурмового батальона морской пехоты, роты противодиверсионных сил и средств, а также службы гидрографического обеспечения. Команда сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан проходит завершающий этап подготовки к 14-му международному соревнованию Warrior Competition 2025. Состязания пройдут на полигоне Центра подготовки сил специальных операций имени короля Абдаллы в Иордании. Бойцы отрабатывают тактику ведения боя, штурмовые действия, стрельбу, элементы эвакуации и взаимодействия в составе группы. Занятия направлены на проверку физической выносливости, психологической устойчивости и скорости принятия решений. На полигоне Айша-Биби завершились сборы военнообязанных граждан Таласского района Жамбылской области. Под руководством опытных инструкторов военнообязанные запаса повторили основы военной подготовки и отработали учебно-боевые задачи в составе бригады территориальной обороны. В этом году из 87 кандидатов знак вручили лишь 26 участникам, выдержавшим все этапы испытания.
турецком городе Бурса завершился чемпионат мира по рукопашному бою, где казахстанские военнослужащие сил специальных операций завоевали золото, серебро и бронзу. В весовой категории до 62 кг на высшую ступень пьедестала поднялся старший сержант Арнат Наметов. Обладателем серебряной медали в весовой категории до 52 кг стала сержант Аян Турсен. Бронзовой медали в весовой категории до 73 кг удостоился майор Вадим Федосеев. В Таразе безоговорочной победой завершился бой казахстанки Ангелины Лукас и чилийской боксерши Даниэлы Асеньхо. Поболеть за Ангелину в спорткомплекс Тараз-Арена, где проходил бой, прибыли представители руководства Центрального спортивного клуба армии Минобороны Казахстана, военнослужащие воинских частей и Таразского гарнизона, а также командующие войсками регионального командования Юг генерал-майор Ержан Ибраев. Подведены итоги 28-го международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Халак Кахармана, генерала армии Сагадата Нурмагомедова. Напряженные поединки в различных весовых категориях выявили чемпионов. Ими стали 2 спортсмена из Азербайджана, 8 казахстанских спортсменов Центрального спортивного клуба армии, 2 спортсмена из Туркменистана и представитель Монголии. Лучшим боксером турнира признан спортсмен ЦСКА Талгат Сарымбетов. Номинация «За волю к победе» была присуждена боксеру Бексултану Боранбеку.